О том, как проходят выборы, на каком уровне оказалась политическая культура участников процесса, как выдерживаются при этом принципы соблюдения прав человека, насколько зрелым в этом отношении показывает себя кыргызское общество, Андрей Токомбаев побеседовал с омбудсменом Токоном Мамытовым. Токон Болотбекович, вообще считается, что выборы в любой стране, особенно парламентские выборы, они подчеркивают зрелость или, наоборот, незрелость правовой системы в государстве. Вы по долгу своей службы обязаны и защищаете права человека и правовую систему. С вашей точки зрения, вот с учетом, например, уже скандалов, которые произошли с начала избирательной кампании, насколько соблюдаются вот сейчас права человека в процессе избирательной кампании и какие есть, в принципе, вот недостатки, достоинства нашей системы? Ну, первое, я хотел бы вот поддержать и небольшое добавление сделать в ту речь, которую вы сказали, что это проверка на зрелость. Действительно, это очень серьезная проверка на зрелость общества в целом, нашего государства, ее политической избирательной системы, ее, насколько она привержена принципам демократии, насколько она привержена принципам справедливости, объективности и соблюдения прав человека. Понимаете, особенно гражданско-политических прав человека. В первую очередь. Поэтому это очень серьезное испытание. И когда в адрес парламента высказывают ряд негативных, нелицеприятных, во многих случаях и объективные высказывания, замечания, критику. Конечно, я тоже, как бывший депутат парламента Кыргызстана, конечно, я тоже переживаю и осознавая, что это проверка на зрелость не только парламента, Жогорку Кеңеш, но и всего нашего государства, ее системы. Поэтому, конечно, приходится сожалеть, что, да, общественность права, но общественность забывает одно, что этих депутатов или, значит, кандидатов в депутаты, они же кандидаты, претенденты, члены той или иной партии, они же к нам не прикомандированы откуда-то, мы их же не откопали откуда-то. Это наши же коллеги, друзья, знакомые, родственники, члены нашего общества. И они же, они болеют той же болезнью, какой болеет страна, государство и общество. Какой болезнь? То и там. То есть это лакмусовая бумага. Парламент – это лакмусовая бумага тех процессов, тех явлений, тех достоинств, достижений и недостатков, которые имеются в обществе. Поэтому мы должны, критикуя их, в какой-то степени общество критикует и себя самого. Вот. Что касается, конечно, соблюдения прав человека, то мы должны все помнить, если у нас в Конституции где-то 114 статей, это последняя статья введения в действие, то из них более 40 статей это касается прав человека. Вы представляете, почти половина. Это права человека. Это основополагающие, это хребет. Это направление, по которым должно двигаться общество и государство, в том числе как составляющая этого общества. Поэтому мы должны, исходя из этого, мы провозгласили, что права человека являются высшей ценностью. Это в Конституции провозглашено. Все другое на втором плане, вторичном. Первое вот это. Поэтому мы во главу угла должны вот это ставить. Это, кстати, выборы и проверка не только избирательной политической системы, но и системы, которые регулируют защиту прав человека. Понимаете, вот здесь она и выявляется. Ну, что сказать? Конечно, каждый имеет право быть избранным и участвовать в выборах, избирать. Это обеспечивается государством. Что касается, вот насколько соблюдается, мы должны здесь помнить, что, конечно, и помнить должны и о тех, которые
не могут по тем или иным причинам, объективным, субъективным, принимать участие на выборах. Но мы должны сделать так, чтобы все, каждый член нашего общества, каждый наш гражданин, достигший совершеннолетия, имеющий паспорт, имеющий право быть избранным и голосовать, он должен принимать участие. То есть страна, государство обязано обеспечить вот этот принцип, чтобы он работал. Скандалы, которые произошли уже с начала избирательной кампании, они свидетельствуют о нарушении этих прав? Или, с вашей точки зрения, процесс идет нормально? Я бы сказал, что это издержки. Я исхожу, пока я знаком как и все члены нашего общества, с теми публикациями, с теми заявлениями, которые сделали соответствующие партии, с теми критическими оценками, я скажу, что здесь в первую очередь, наверное, вина местных органов власти, вина правоохранительных органов на местах и, конечно, непредусмотренность или непредусмотрение партий, их штабов. Они знали, что все-таки это специфичный регион. Это зона специфичная, там вопросы есть, которые до сих пор мы после 2010 года не до конца урегулировали. То есть это нужно было заранее предусмотреть, особенно местным органам власти и правоохранительным органам. И там даже и кандидаты сами должны были предусмотреть, что здесь немного самоконтроль, то есть с их стороны должен быть, что они должны быть очень-очень внимательны и осторожны. И как себя вести, как преподносить свою партию, как себя преподносить. Мне кажется, вот это не было ни со стороны кандидатов, ни со стороны местных органов власти, ни со стороны местных правоохранительных органов. Вот эти вопросы не были заранее предусмотрены, заблаговременно, не предвидены, не приняты определенные меры. И вот эта маленькая вспышка, она вылилась вот в этот скандал, конфликтную ситуацию. Каково участие омбудсмена в мониторинге предстоящих выборов? Ну, я должен сказать, что еще до начала старта избирательной кампании, то есть начала агитационной работы, мы сделали обращение письменно в ЦИК. Мы вот эти вопросы туда заложили, что обеспечить доступ всем, чтобы имел право голоса, обеспечить безопасность в плане там, с нынешней пандемией, обеспечить, чтобы предусмотрели те, которые ограничены возможностью у кого-то по состоянию здоровья или сложившаяся ситуация там, в силу семейного насилия или какого-то, ну, чтобы все приняли участие. Это право голоса мы должны обеспечить, ЦИК должен обеспечить. Мы этот вопрос подняли, чтобы предусмотреть, чтобы все были в списках, уточнили, все вопросы заранее предвидеть и снимать. Мы это письменное обращение сделали, мы это вывесили у себя на сайте и даже в Фейсбуке на нашей страничке она висит. Поэтому вот мы постарались заблаговременно предусмотреть эти вопросы и предупредить Центр избирком, чтобы она совместно с правоохранительными органами и органами местного самоуправления уже вот эти меры определенно выработала. А вот вопрос вам как человеку с большим опытом работы в силовых структурах, с большим опытом прогнозирования подобных ситуациях, как вы считаете, возможен ли после выборов белорусский сценарий массового недовольства результатами выборов? Давайте так. Причины, которые породили вот эту, ну, мягко говоря, скажем так, кризисную ситуацию в Беларуси, там причины и корни совсем другие. У нас, мы, скажем так, мы миновали эту стадию, мы это время прошли. Это было 2005 год, январь, выборы, вы помните. Это были последующие политические процессы, экономические, социальные процессы, которые породили ту ситуацию апреля 2010 года. Мы прошли, мы немного ушли вперед Беларуси, многих соседних государств. Если у нас возникнут аналогичная ситуация,
ситуация, то ее причины будут совсем в другом. Это будут в связи с тем, ее причины и корни будут совсем другие. Возможно, это будут нарушение законодательства, где-то злоупотребление полномочиями, которые дали и в период избирательной кампании. То есть сказать, что будет такое, если ЦИК, местные органы власти, правительство, мы все, общество, каждый из нас добьется того, чтобы выборы прошли честно, открыто и справедливо, у нас не будет таких ситуаций. Конечно, если будут нарушения, как в 2005 году, в январе, когда и суды вмешивались, и местные органы власти вмешивались, когда многих кандидатам не давали возможности, когда мы на это пойдем, конечно, мы сами себе создадим проблему. Но пока, судя вот по тому заявлению, которое и президент сделал на Совете Безопасности, это, кстати, не первое заседание за последний месяц-два, вы сами свидетель, именно эти вопросы рассматриваются. Когда правительство заявляет, что оно предпримет все необходимые меры для того, чтобы выборы прошли честно, справедливо, прозрачно и объективно. Я думаю, когда правительство это заявляет, местные органы, силовые структуры заявляют, отчитываются об этом, то они понимают, какую ответственность они берут, и они должны понимать, что они должны не просто так на словах быть, а должны реально в жизни реализовать и принять меры. Подобный прецедент невозможен. Что бы вы хотели пожелать избирателям и избираемым кандидатам в предстоящим выборам? Всем партиям, всем без исключения я желаю успеха. Я желаю успеха. Ну а избиратели, как у нас в органах безопасности говорилось, нужно для этого, чтобы принять окончательное решение, нужна холодная голова, на это обращают внимание, горячее сердце, на это пусть обращают внимание. И чтобы у претендентов были чистые руки. Большое вам спасибо за интересный разговор. Всего доброго. Спасибо.